Бағалы Аклима, дорогая Аклима, вы такая умница, вы мать, вырастили столько детей, внуков у вас сколько. Ну, сами посчитайте, скажете, у вас 3 дочери, 2 сына сейчас или как? 1 сын и 3 дочери. 3 дочери. Внуков достаточное количество. Да. Угу. Ну, я знаю, что вы пережили утрату. Да, это большая утрата. Дай Бог, чтобы они попали в рай, их души. Пожалуйста, извините, что я с вами на эту тему разговариваю. Просто, чтобы, может быть, легче станет. Расскажите басню или про... Я знаю, дети сейчас, ваша внучка сказала, что вы знаете про стрекозу. Бабушка говорит, знает про стрекозу басню. Расскажите, пожалуйста. Падмат, моя дорогая, любимая, я тебя очень уважаю, люблю, Падмат. Вы мне говорите, улыбайтесь, Аклима, улыбайтесь. Я бы с удовольствием улыбалась, но моя душа не улыбается. Ой, ну у меня очень большое горе и очень большая потеря. Ну что делать, а жизнь-то продолжается. Да. Да, у меня еще дети есть, внуки есть. Надо как-то крепиться и жить дальше. Да, и Аллах, будем терпеть. И вы мне говорите, чтобы я стрекозу рассказала. Да. Расскажу, сколько помню, столько. Это, если не ошибаюсь, басня Крылова, да? Да. По прыгуне стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Помертвела в чистом поле, нет уж в ней те светлой боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодный, нужда голод настает, стрекоза уж не поет. А кому же вам пойдет? Злой, тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь ли, кум милый, да и собраться мне в силы, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Мне странно это, доработала ты и лето. Ну, не до этого нам было. Мы все пели, плясали, там я чуть забыла, пели, плясали, не до этого мне было. А ты все пела, это дело. Так пойди же попляши. Та-та-та-та-та-та-та. Спасибо.